дорогие, доброе утро, Эрзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, добро пожаловать на мой канал, как я уже вам сказала. Большое вам спасибо хочу сказать в начале своего влога за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваше участие, ну и за все, что вы для меня делаете. Делаете для меня очень много, я повторюсь. Так, хочу сегодняшний день вам рассказать, что я буду делать сегодня. Но планов много. Если даже эти планы написаны, они все равно по ходу дня у меня обычно меняются. Наверное, у вас у всех тоже они меняются. Скажите, как вы планируете свой день? Записываете ли вы или что-то намечаете? Мне очень интересно. Если даже я запишу или что-то в уме себе утром вставая, думаю об этом, что же я буду делать, или вечером ложась, думаю, вот это завтра буду делать, но у меня по ходу дня весь мой день меняется как бы с ног на голову. Так что вот так вот, друзья. Сегодня утром, после утреннего намаза, я не легла, уже кое-что сделала порядок у себя в шкафу, потому что я уже как-то говорила, что мои мальчики всегда в этом шкафу ничего не находят, что им нужно. Все вот так вот, как всегда, и вот так вот. Это все сегодня перебралось с утра. Вышла, сделала масло, видите. 2 раза нормально взбилась, а третье буквально час крутилась, не взбилась. Не знаю почему, поставила в холодильник, уже нервов не хватило. Думаю, может быть, еще немножко охлажу, может, потом оно выйдет. Не знаю, опять-таки не могу сказать. Даже вот сметанка, которую я сняла с молока, которого сейчас согрела, по ходу я вам покажу, даже это взбилось. А обычно пропущенная сметана почему-то не взбивалась сегодня. Не знаю. Так, вот, значит, масло сказала. Что будет дальше? Сегодня у нас, у меня еще мальчики спят, поэтому я сейчас быстренько хочу сделать творог. И подключилась из-за того, что меня просили показать, как я делаю творог, хотя у меня очень много на канале этого есть. Ну, разогреваю, делаю, покажу. И дело в том, что я не собиралась делать творог, а собиралась пропустить молоко через мясорубку, пошла к холодильнику, а холодильник отключен. Ибрагим, когда ему нужна была... тройник-переноска, в который у меня холодильник, вытащил его, а обратно положить на место, включить холодильник, забыл. И у меня нормальное, не обрат, а обычное цельное молоко прокисло, и придется делать жирный творог. С творога я сняла, конечно, сметанку, и уже из него же взбила масло, половина масла из того, что я сняла с этих 2 кастрюль, а половина масла из пропущенного через это. Вот с одной кастрюли положила, пол кастрюльки взбилась нормального масла, вторая половина этой кастрюльки не взбивается. Не знаю, или оно согрелось, или что, я не знаю. Или я его перебила как-то, но не получилось. Короче, вот так вот. День начинается с этого. Сейчас сделаю творог. И хочу сегодня с утра сделать наши лепешки вайнахские с творогом и раздать. Потому что, друзья, у нас сегодня... такой день Ашура. В этот день нужно делать садаку, желательно до обеда, до вечера. Ну, не обязательно лепешки, можно дать хоть что, даже желательно что-то белое, сахар, муку, рис, ну, хоть что, соль. Желательно сегодня держать пост, который я тоже держу, не знаю, примет ли мой пост Всевышний, надеюсь на это. И говорится еще, что, если ты сегодня держишь пост, держать надо было и вчера, и сегодня, и завтра, желательно, но не обязательно, можно держать сегодня 1 день, можно держать все 3 дня, и можно, как сказано, держать сегодня день, и завтра еще 1 день можно держать. Не знаю, если у меня получится завтра, то буду держать и завтра, это уже по моему здоровью как бы. Повторюсь, это судно, это не обязательно, но желательно. И считается, что пост, который держали сегодня, как-то может помочь смыть все грехи предыдущего года, в течение года, который был. Я не могу так дословно все передавать. И меня еще спрашивали позавчера, по-моему, в комментариях было, когда этот день, я ответила, и один был комментарий, что означает день Ашура. Я вам так распространенно все это говорить не буду. Если так интересно, зайдите в Google, там все, в Google, в YouTube, все про это будет сказано. Значит, день Ашура, в этот день мусульмане вспоминают спасение пророка Мусы,
алейхи вассалим, от войск фараона и гибели внука пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалим. Ну, а если дальше вам точно нужно все, что как нужно, вы посмотрите там или в Ютубе, или в Гугле, там уже будет конкретно и распространенно. Просто я коротко ответила, что и как. И как я уже сказала, сегодня сунна, чтобы держать пост. Ну, мои петухи тоже утром начинают, как вы знаете. И делать садаку. Ну, все, друзья, остальное все я надеюсь, если у меня все получится снимать, если не будет никаких непредвиденных казусов, то вы увидите. А сейчас я буду делать творог и показывать вам. Так, ну вот как я делаю творог. Короче, простокваша прокисла. Нужно было, может быть, сначала и до конца, но я не показала вам. Я ее разогрела. Вот, разбила, разогрела, вот получается вот такие вот хлопья творога. Разогрела где-то до 42, до 43, наверное, градусов, я никогда не... Это даже я чуть-чуть перегрела. Не смотрю, но просто примерно. И вот так вот, неудобно. Я сначала, сейчас посмотрю, вот в такую большую вот, видно, большую емкость, вот так вот, в такой вот друшлаг как бы. Мне так удобнее. Сначала сюда, вот так вот немножко, вот, и потом уже в маленький друшлачок перекладываю, неудобно. Вот, видите, вот так вот. Творог желтый, потому что, как я сказала, молоко у меня цельное было. Жалко, конечно, не смогла нормально сметанку снять с нее, но ничего. Значит, так было суждено. Этот творог будет очень вкусным, даже как сыр, чтобы его поесть. Я, наверное, его как-то немножко посолю, хоть я обычно творог не солю. И мы будем его есть даже, может быть, с арбузом или просто. Ну, короче, будет очень вкусный творог. И, друзья, не знаю, будут меня смотреть или нет. И я знаю, что обычно подписчики не любят, когда обсуждают комментарии. Но дело в том, что я повторюсь, и мои подписчики тоже некоторые писали, что у меня не кулинарный влог, у меня влог такой, как бы семейный. И люди мне тут написали, что заходят ко мне на канал, потому что, ну, название про еду, например, даже вот где вот я гуся готовила, что зашли для того, чтобы посмотреть, как готовить и научиться готовить. Но, к сожалению, у меня действительно не кулинарный влог. Я так веду, потому что, ну, так я веду, это мой канал, я рассказываю. И вроде бы намного больше людей хотят, чтобы я рассказывала, а не показывала, что я делаю, и не делала короткие ролики. Поэтому у меня вот так вот. Я, ну, уже несколько комментариев таких, конечно, я подумываю. Я и раньше как-то вам говорила, может, мне снимать отдельно какие-то такие вот именно про кулинарию ролики. Но сами знаете, что кулинарные ролики, ну, не очень-то много смотрят, потому что их очень много. И я должна быть тогда уже такой вот конкуренткой им, наверное, чтобы умела. Я готовлю обычные простые блюда, и, наверное, я с ними не потяну. Но подумываю, друзья, я подумываю снимать отдельные ролики. Но просто сейчас у меня катастрофически нет времени. Вы это понимаете все. Дело в том, что пока еще и огороды, нет до заказы, да и мальчики на работе. Тоже им все-таки много времени мне уходит. С одной стороны, мне вроде бы легко, что они в селе уже работают, могу дома покормить. А с другой стороны, вы знаете, когда я уже отправляла им еду, как-то в обед я была, наоборот, свободнее. Мне не надо было готовить, мне не надо было посуду мыть. И поэтому, ну вот как-то так, друзья, у меня немножко вот такие вот, ну, казусы, можно сказать, не знаю даже, как сказать. Короче, вот так вот. Пока так, не знаю. Ну, мне не хочется и грубить, сказать, ой, идите отписывайтесь. Ну, не нравится, я не знаю, я больше не могу ничего сказать, что только вот по-другому у меня не получится. И снимать пока тоже у меня только так получается.
надеюсь, очень надеюсь, что вы не будете отписываться. Очень надеюсь, что вы дождетесь, что все-таки я буду снимать красиво, что, что у меня будет все нормально, как вы все хотите. Вот такой вот у меня, вот такая у вас к вам сегодня, так бы, ну, не просьба, ну, вот так вот. Хотела вам сегодня об этом сказать, как бы. Вот так вот, так. Теперь с одной кастрюли все. Теперь еще одна кастрюля у меня. И после этого мы будем с вами делать, наверное, лепешки, как я сказала, и будем их раздавать. Так. Ну все. Процесс вы поняли, как я все это делаю, не буду затягивать. Так, ну вот, друзья, вот такой вот творог, 2 творога у меня получилось. Теперь я буду делать тесто для лепешек. Так, значит, друзья, я пока замешу тесто, чтобы оно у меня полежало минут 15-20, пока я управлюсь с другими делами своими, как бы. У меня есть на канале много, как я готовлю лепешки, потому что действительно у нас, у кавказцев, это в любом случае такой спасательный вариант. Если даже неожиданно вдруг пришел гость, то сделать лепешки, и все, в принципе, ничего страшного. Так, значит, у меня сегодня сыворотка. Друзья, я не стала делать из простокваши, потому что она у меня жирная. И сыворотка тоже не та, что вот я только что сделала. Сыворотка у меня из творога, из обезжиренного творога, когда я делала. Потому что с жирной простоквашей и с жирным, даже с жирной сывороткой лепешки получаются не такие пышные, не такие воздушные, не такие, ну, не то, короче говоря. Значит, здесь у меня литр сыворотки, чайная ложка соды и столовая ложка соли. И, друзья, я обычно забываю сказать тоже, когда вот готовила на канале раньше, кефир, вот кефир, обычно же на кефире у вас, ну, кто не держит скотину, у них ни простокваши, ни сыворотки же не будет. Просто кефир, обычный кефир, но только 1%. Уже 2,5, 2, он уже, ну, не те лепешки получатся, друзья. Получится, но не те все равно. Будут не такие, как бы, воздушные, не такие легкие, они будут более тяжелее, будут. Вкус, в принципе, не поменяется, конечно, но по-любому старайтесь сделать из обезжиренного, как бы, кефира. И вот, старайтесь не сразу замешивать тесто, чтобы муку много вобрало, а вот так вот потихонечку, вот круговыми движениями, чтобы тесто было такое, знаете, ну, как обычное дрожжевое, даже может быть чуть-чуть более жиже, как бы сказать, чем дрожжевое. Но оно должно быть мягкое, чтобы много муки не было, нельзя перемешивать. Тесто, как я и раньше тоже говорила, тесто у меня практически всегда в холодильнике. Как я сказала, что гости пришли, что там вдруг даже дома вот, уходит, например, у меня средний сын обычно утром не завтракает. Вот он утром выпил стакан чая и уехал на работу. Они сейчас работают по разным работам. Старший сын работает в Назране, на другой уже работы устроился, так, разнорабочим, в этот Газпром, что-то такое какое-то, я точно не могу вам сказать. Роснефть, да, Роснефть. А средний сын уже работает сам, стройку они закончили, этот дом, алхамдулилла. Он работает, кладет плитку в ванной, в комнатах, там, где нужно. Ну, делает внутренние работы, как бы. Сейчас он кладет плитку. И вот средний сын, как я сказала, уезжает, выпив чаю, а уже там где-то в 10 часов, в 9 часов иногда может, в 11 часов, до обеда приезжает, ему нужно бывает что-то приготовить по-быстрому. И тогда меня спасает это тесто. Конечно, можно сказать, что не полезная пища, но тем не менее вот так вот.
менее затратное, менее по времени затратное. Например, те же блины, оладики, печь. Это бывает немножко по времени много уходит, особенно когда вот большая семья. А так вот, когда особенно стоит тесто замешанное, уже готовое, то ничего. Ну, 2-3 дня в холодильнике с ним ничего не случается. Просто немножечко темнеет. Мне задавали вопросы, да, тесто немножко темнеет. Но от этого ничего страшного, это сода так действует. Ее тесто перемесить потом, и все. И сода тоже не мешает. Ну, цвет теста не мешает. При выпечке эта серость проходит. Надеюсь, я ответила на все вопросы. Вот так вот, видите, все. Лучше не домесить это тесто, чем его перемесить. Вот. Вот консистенция, по-моему, видно. Вот смотрите, вот видите, вот оно. Вот оно. Теперь я его... Можно оставить даже в этой же муке, если сразу мы что-то будем делать минут через 10-15, например, как я, то не мешает. Я его сейчас просто оставлю, накрою крышкой и оставлю. Оно у меня полежит. А если мы будем делать чуть-чуть попозже, или там через час, через 2, то лучше переложить в другую емкость. Можно чуть-чуть смазать растительным маслом, крышкой, под крышку и в холодильник. Вот и все, друзья. Так, друзья, значит, творог я вот так вот перемешала. Сюда добавила одно яйцо. Видите, у меня куры начали есть пшеницу, и яйцо не такое желтое. И посолила немножко, потому что я творог не солю, когда я его делаю. Так, друзья, значит, мальчиков я уже успела покормить. Сделала это без камеры, потому что, сами знаете, и надо было быстро. Сейчас я сделаю лепешки для того, чтобы раздать садаку. И раздам. Так, у меня тут творог. Я его накрошила, отжала от сыворотки. И одно яйцо с солью. Представляете, у меня как курочки стали кушать пшеницу, и яйцо не такое желтое, потому что они у меня еще не на травке. Вот. Так, тесто постояло, оно теперь должно быть такое, ну, пышное, так интересно. Опять, наверное, я буду заслонять. И не получается здесь поставить камеру правильно. Вот раскатываем здесь лепешку. Друзья, ну, раскатывать можно на любителя. Кто-то любит тонкие лепешки, кто-то любит потолще. Например, мама любит, чтобы было много творога и чуть-чуть потолще, чтобы было. Я сама люблю, чтобы была тонкая лепешка такая. Вот так вот. Вот такой вот скалкой, мне кажется, наоборот, удобнее раскатывать, потому что она сама по себе катится. Вот так вот. Сковорода у меня уже разогрета. Значит, будем выпекать на сухой сковороде. То, что если лепешка немножко разорвалась, это ничего страшного. Можно прямо на сковороде ее как бы залатать. И пока выпекается это, вторую лепешку сделаем сразу же. Вот с одной стороны испеклась, она не обжарилась, потому что без масла же. Перевернули на вторую сторону. Если вдруг будет подниматься, нужно вот так вот, или вилкой, кто боится так пальцем это сделать. Сейчас.
Вот так вот, чтобы не вздулась лепешка. Ну, первый, кто делает ну, недавно лепешки, им легче делать, конечно, тесто на сыворотке. Оно более податливое. Если на кефире, то оно немножко рвется. Закипел чайник. Так, ну и вот, друзья, после того, как я покормила нашу семью, у меня получилось 9 лепешек еще. Теперь я смажу быстро вот так вот маслом и раздам сегодня Саре. Садаку сегодня такое хочу сделать. Я не стала до конца перетапливать масло, потому что поэтому оно вот такое. Даже лепешки будут намного нежнее, когда немножко есть как бы сыворотка в этом. Ну, не надо обмакивать в воде. Некоторые же обмакивают в воду лепешки, а я не люблю. Горячий кипяток обычно. Я не знаю, мне не нравится так. Сейчас я вот так вот все это смажу, потом вам покажу. Так, ну вот так вот я решила отдать, друзья. Я как-то слушала, когда покупали вот эти, услышала между собой, женщины говорили, я как-то и не думала об этом, что они покупали вот такие вот формочки, меньше, больше, и говорили, в них удобно очень давать вот садаку, хоть сахар, хоть что-то, ну, поменьше, которые. И потом я тоже думаю, давай-ка я тоже, потому что у меня соседи живут далеко, не так уж компактно мы живем, как вы знаете, поэтому отнести вот в такой вот формочке удобно. Вот так вот сегодня я отдам их. Было 9 лепешек, но 2 пришлось тоже в другое место уже отдать, по идее. Ну, у меня был гость утром, короче говоря, друзья. 2 лепешки ему. Получается 7 лепешек. Вот 3 в одной и по 2 в другой. Вот так вот, друзья. Показала я вам немножечко, что я сделаю с утра. Хотя обычно говорят, о садаке нужно говорить поменьше, но я все-таки сегодня просто из-за того, что сегодня день Ашура, решила это просто сказать, озвучить, что вот в такой день тоже просто моим подписчикам многим интересно, что и как. Поэтому я озвучила это. А вообще, даже есть такое, что если делаешь садаку, то отдавая правой рукой, пускай левая рука не видит этого. Ну вот сегодня у меня такое небольшое исключение как бы. И, друзья, вот справилась я со своим утром, отдала садаку. И смотрите, вот такую вот сливу мне, это чернослива, мне нарвал Ибрагим. Теперь я хочу немножко посушить в дегидраторе. А что там останется, сделаю варенье. Я очень люблю варенье из этой сливы. У меня есть еще одно ведро такой сливы. И еще есть у меня, как ее? Алыча. И алыча, да. Всегда забываю эту алычу. Вот так, друзья, конечно, работа кропотливое. Варенье я буду варить с косточкой. Я люблю именно варенье из черносливы с косточкой. А вот сушить буду без косточки. Поставь на 70 градусов. Поставил? Вот я почистила, положила, как видите. И теперь пусть у меня сохнет чернослив. Очень вкусно получилась вишня. Надо будет и яблоки посушить в этом дегидраторе. Мне нравится, я даже вот с чаем просто эту вишенку ем, как вместо сахара стараюсь есть. Вот так вот, друзья. Идемте теперь дальше. Осталась слива после того, как я почистила и положила в дегидратор. Тут 2,5 килограмма. И я хочу сделать из него варенье. Засыплю 2 килограммами сахара. Вообще все варенья я обычно варю 1 к 1. Но эта слива очень сладкая. И я ее оставлю так вот. Вот сейчас она у меня будет до утра стоять. А утром я переложу в другую, в емкость, в которой буду варить. Наверное, скорее всего, в кастрюлю. У меня тазиков как таковых нет. И будет вкусное варенье. А второе ведро я сегодня не буду чистить. Он только их снял буквально минут 15-20 тому назад. Они еще такие крепенькие. Пусть постоят. Эта слива у меня уже стояла 3 дня и дозревала. Так, друзья, ну вот, теперь у меня как бы уже уборка в доме.
Уборка-то практически каждый день бывает, но сегодня, не сегодня, вот несколько, 2-3 дня я не убиралась, не пылесосила. И, как видите, у меня уже грязно, и пыли много. И недельки 3, наверное, не мыла окна. Окна очень грязные. Я все время подоконники протираю, окна не мою. Ждала, что приедут девочки, они помоют. Ну, Мадина приезжала 2-3 раза, но у нее не получалось. Сами знаете, с ее детками не очень-то разгонишься мыть окна. Ждала Танзилу, у Танзилы тоже не получилось, она, то у нее не было времени, были у нее заказы, то она потом приболела немножко, а теперь еще у нее пришел тест положительный на ковид, ей сказали, что у нее 10% поражения. Пока она делает лечение дома, не знаю, я ей очень советую лечь в больницу, потому что все-таки, когда ты дома, ты в холодной воде нет-нет можешь повозиться, и у нас как-то, когда мы живем в селе, у нас кухня обычно вне дома, выходишь на кухню, выходишь в ванну, и по-любому это не то лечение, как вот лежишь ты стационарно и принимаешь все, что тебе надо. Тем более, когда ты как бы среди родственников мужа, ну, бывает неудобно целый день лежать, по-любому все-таки приходится ходить. Так бы она ко мне приехала, но с ковидом мы не хотим, чтобы она сюда ехала. Дело в том, что у нас бабушка, и мы немножко оберегаем бабушку, короче говоря. Вот такие вот дела, ладненько. Вот, ну, как я буду это делать, я не буду показывать, не знаю. Я почему-то не люблю показывать эту мотивацию, как бы, как я мою окна. Вот такая тряпочка от Greenway, тоненькая такая, но тряпка очень хорошая, как многие, наверное, уже знают. Просто я сначала обычной тряпкой протираю стекла и вокруг рамы все, а потом уже этой тряпкой стираю ее, и все блестит, все хорошо, удобно. Никаких моющих средств не надо, ничего не надо. У меня также швабра от Greenway половая, очень удобная. Мне Мадина ее покупала. Где-то 5000, по-моему, стоит она. Сейчас она там в коридоре у меня стоит. Тоже мне очень удобно, потому что я не могу как бы ползать. И в таком плане, короче говоря, она мне очень помогает. Мне нужно постирать маленький коврик при входе, пропылесосить, почистить этот палас. Как видите, я еще ковры не застилала. Этот ковер у меня, правда, уже почищенный лежит, но 2 ковра из этой большой комнаты и 1 ковер из моей комнаты мне нужно сдать в химчистку. Я не хочу их стирать сама, они, во-первых, светлые, во-вторых, у меня времени не хватает, и мне кажется, все-таки химчистки, они их более чище чистят. И повесить их бывает очень трудно у меня во дворе. Мне нравится, как у нас в химчистке чистят ковры, короче говоря. Надо будет протереть вот этот вот цветок мой. Давно его нужно пересадить, никак не доходит руки пересадить его. И горшок был куплен. Надо будет один день выбрать и пересадить этот цветок. Ну все, друзья, займусь я окнами. Вы не представляете, как я не хочу этим заниматься. Так, сняла скатерть со стола, постирать тоже. И смотрите, хочу показать вам стол. Это дорогой стол. Я еще лет 10 тому назад покупала его в Владикавказе за 40 000 рублей. И представляете, после вот горячей еды, как ставишь на стол, вот происходит вот такое вот, как видите, вот такие вот пятна. Они не стираются, это вот от горячей пищи. Ай, не знаю, как-то мне бы хотелось. Он очень тяжелый, он не прессованный, а как он называется, из массива какого-то дерева, точно не знаю какого. Но вот видите, вот такие вот ножки у него. Тоже сейчас вытру пыль. Ну, наверное, я его как-то куда-нибудь сдам. Он раздвигается, он очень длинный, удобный стол, не очень широкий. Ну, вот такая вот напасть на нем. Надо будет его, наверное, куда-то отдать, отшлифовать, чтобы они покрыли по новой. Но вот никак руки не доходят. Тем более она... Просто иногда хочется, чтобы без скатерти стол стоял. Не всегда застеленный скатертью, поэтому, но вот так он, в таком виде, конечно, он не постоит. И поэтому вот... постирала скатерть, даже не постирала, еще ждет своей очереди, потому что у меня сегодня и стирка,
Поменяла везде белье у мамы, постельное белье, всю ее одежду, переодела, искупала ее, так что стирки сегодня тоже очень много. Так, ну вот, видите, я только успела, ну буквально минут 20, наверное, как сделала уборку, и заявляются Аишка, Мухаммед и Мадина. Если бы я знала, я бы хоть бы полы не помыла, или нет, полы бы я помыла с удовольствием, тем более шваброй, но вот окна бы точно не мыла. Вот видите, оказывается, я не чисто помыла, но тут у меня внучка вот домывает как бы после бабушки. Подо мной все чисто, Иша, дай мне посидеть. Аишка, мама сбегала, мама сбегала, инждалади. Привет, Ал, мама подписчик, привет, Ал, ха. Аишка, передай себе. Поздоровайся. Привет, Ал. Ну, Аишка вот пока вот час-два не разгонится, разговаривать даже не будет. Да, Ал, привет, Ал. خويا بسم الله إيه عم ديت بسم الله حدوسو ماما إسلامز دديت أخوك ماما إسلامز дедия хаелос хаерзл. В одних шортах заходит в ванну и 3 часа там моется, говорит, лама яйцовёса, сделал, говорит, омовение, пойду в этих же шортах встаёт и делает. Вот швабра от Greenway, которую я говорила, девочки. Мне она удобная. Но, правда, там верхнюю часть Аишка убрала просто. Аишка, Вот. оставь меня в покое. Между прочим, Аишке всегда нравится этой шваброй тут у меня полы мыть. Или هذا ايش طلب وضعها هذا يجي هذا تعمل. Или да, ну хульгижат. Вот туда. Так, ну ты скатерть, наверное, Мадина, погладишь, скатерть положишь. Она уже высохла. Надо мне скатерть красивую покупать. Ты не в курсе, сколько примерно маленькая скатерть стоит? 2 300. Если бы этот наверху стол нормальный был бы, просто... Да, вообще не надо было ничего, я уже говорила, да. Ну, мне надо будет его сдать куда-нибудь, чтобы отшлифовали. Ну там еще и это. И ноги, Нет, все там вместе. наверху пленку почему-то они ее пленкой покрыли. Это верхняя пленка. Ну, я не знаю, ну, по-любому нужно сдать и посмотреть, что такое. То, что обесцветилось, это пленка. Хотя внизу это чистое дерево. Да, и стол такой тяжеленный. Наверное, наверху это не чистое, наверное, дерево, да, уже получается? Под пленкой, получается, там Прессованное. этот, как раз таки дерево, Дерево? неровное. Они его пленкой заделали. Там и ножки нужно. Вот как раз я снимала, когда начинала уборку, я говорила, показывала, что как это самое. Вообще-то никакой скатерти там не нужно было, по идее. Нет, сейчас есть вот эти скатерти, под клеенку делают, и внизу вот эти бисера. Очень красивые. Наверху просто пленка, а внизу вот этот бисер. Я не люблю в зал клеенку. Как, почему? Зачем в зал клеенку? Но она под скатерть. Ну, это когда, может быть, там, когда ты на стол накрываешь. А когда вот просто так стоит стол, зачем клеенка нужна? Ну, чтобы не Не. портить стол. У меня, допустим, лежит, чтобы она еще не портила стол. Окузах ел хай? Мадина без хиджаба. Адл хадь, адл ценна, адл иниш, ценна, адл, давай. Давай, ценна. Ты рот-то закрой только. Эшка, садики юдыши. Хаал садики юди хаишка. Ха? Хаезл? Ой. У нее волосы хоть кучерявые такие останутся, немножко кудрявятся сзади. Не останутся из-за того, что под плечи попадает. Ишка в садик идет. Каспер, или бышик хаку Каспера, или бышик хаку. Хадуалдел Каспер, хадуалдел Каспер. Так амриол так мама, джо. Ой. Они не кахаш годиви, бед. زي глашат كيل جودي ودي أداق بشك بقر أكاسبر حدا هي أبي ويلي حدا يحجي كاسبر حدا حمد داش خلاص حدا ده حدث هي لي داق تليفون يس فيديو بقر بالك حباقو فيديو تليفون ها أزالو جاهز أحد سؤالي зачем тебе телефон, ха? Картишки. Ты фотографировать собираешься, да? Ну, давай, фотографируй нас. Эшка будет нас фотографировать, да?
Мухаммед хамар болмамас. Мадина Мухаммед не на пеленке, а на полу лежит. Переложи его, холодно ему. Принеси покрывало маленькое, тонкое. Сейчас, да? Это так Аишка фотографирует братика. А потом в телефоне около 30-50 фотографий. Так, ну ладно, друзья, на этом свой влог я сегодняшний закончу. Как я и говорила, как будто бы знала, но я не знала, честное слово. Хотела много чего и сделать, и показать, но сегодня как-то не получится. Мадина даже говорит, что давай не будем ничего сегодня готовить, и заказала для нас роллы. И сегодня вот будем разговляться как бы роллами. Ну вот как-то так, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия.